Федор Зурович, почему так важно было принять участие в Параде Победы к 80-летию в Москве? Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях, с кем вы пообщались на этом параде, у вас была встреча с Владимиром Владимировичем, что на этой встрече обсуждалось? Действительно, вы совершенно правильно и справедливо отметили, что поучаствовать в Параде Победы в Великой Отечественной войне было очень важно, потому как представители нашей республики, более 55 тысяч выходцев из Абхазии сражались на фронтах Великой Отечественной войны, из которых более 17 тысяч не вернулось к своим семьям. 23 героя Советского Союза. Вы знаете, очень важно чтить и помнить людей, которые создали нам условия для сохранения жизни, для условий создания благоприятных становления, в том числе и нашей республики. Поэтому приехать в Москву, отдать дань памяти воинам-победителям, для нас это честь. Вы знаете, что основные торжества, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходят здесь, в Москве. В этих торжествах принимают участие более 20 глав государств. И для нас честь сегодня находиться среди тех стран, которые приняли участие и предки которых воевали и сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Уверен в том, что память, которую мы бережем, она придаст особый импульс развитию новых поколений. Людей, которые призваны будут также отстаивать свое право и защищать свое государство. У вас были встречи затем после парада. Есть что-нибудь, что вы могли бы рассказать нам? Какие-то, может быть, результаты или впечатления? Да, в рамках празднования мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, у нас были встречи с рядом руководителей республик, стран, которые приехали на празднование. Хотел бы отметить, что для нас очень важны такого рода контакты. Уверен в том, что через выстраивание личных взаимоотношений мы можем достигнуть и успехов на дипломатической арене. Уверен, и так оно и будет, что наша страна будет признана многими теми странами, которые в том числе принимали участие в этих памятных мероприятиях. Потому как у нас одна общая история, у нас много соприкосновений между нашими народами. Если в частности говорить, конечно же, это республики, которые входили в Советский Союз. И уверен, что мы сможем выстроить правильные долгосрочные отношения, направленные на признание нашей независимости. Сегодня, 10 мая, у вас встреча с Владимиром Владимировичем двусторонняя. Есть какие-то вопросы, которые вы будете обсуждать, или какие-то надежды на решение каких-то вопросов? Если вы можете об этом нам рассказать, то очень хотелось бы узнать. Вы знаете, безусловно, каждая такая встреча несет за собой серьезную такую ответственность. И я, конечно же, в рамках нашей встречи хотел бы поднять ряд вопросов, которые очень актуальны для нашей страны. Вы знаете, что, к сожалению, с учетом тех сложностей экономического характера, социального характера, которые сохраняются в нашей республике, нам необходима поддержка и помощь Российской Федерации, которую мы, в принципе, и наблюдаем все эти годы. Но самая главная поддержка, это, конечно же, было признание независимости нашей страны. Это тот момент, от которого мы оттолкнулись очень серьезно и в своем развитии, и в перспективах становления нашего государства. И вы знаете, что безопасность нашей страны в том числе обеспечивает российская военная база на территории Абхазии, погрануправление ФСБ России. Мы имеем сегодня возможность жить и развиваться под мирным небом благодаря поддержке Российской Федерации. Также в рамках нашего взаимодействия мы проводим сотрудничество по разным сферам. Вы знаете, что на первой встрече у меня была просьба и к своему коллеге Владимиру Владимировичу Путину, вопросы, связанные с выдачей пенсионных карт нашим пенсионерам. Вы знаете, что этот вопрос очень оперативно, активно решился. И сегодня наши пенсионеры имеют возможность, не выезжая за пределы нашей страны, получать такую возможность.
Вы знаете, что проводится диспансеризация детей Абхазии. Более 20 тысяч наших детей прошли медицинский осмотр. Есть дети выявлены, которые нуждаются в оперативном лечении. И вопрос госпитализации наших детишек тоже решается очень оперативно. Это те вопросы, которые мы обсуждали в рамках нашей встречи. Также вопросы, связанные с открытием аэропорта. Вы знаете, что для нас очень важное инфраструктурное событие, реализация проекта – это открытие аэропорта. 32 года отсутствие регулярных рейсов, вообще отсутствие авиасообщения Абхазии с внешним миром закончилось после реконструкции аэропорта. Это же очень важное событие. Это дополнительная возможность привлечения туристического потока, создания рабочих мест, налогооблагаемой базы. И все это при поддержке Владимира Владимировича Путина. Это то взаимодействие, которое направлено на улучшение жизни и качества наших граждан. Кстати, весьма символично, что аэропорт открылся у нас 1 мая, и в эти дни мы будем проводить мероприятия, посвященные Владиславу Григорьевичу Ардзенбо, чье имя носит наш аэропорт. И уверен, что его имя навсегда увековечено в истории нашего государства и в памяти нашего государства. Очень много направлений, где мы, безусловно, ожидаем поддержки в рамках сотрудничества с Российской Федерацией. Ряд вопросов я намерен поднять и на предстоящей встрече. Уверен в том, что мы должны воспользоваться той возможностью, которая предоставляет нам российское государство на благо граждан нашей страны. Сейчас самый актуальный вопрос – это вопрос двойного гражданства. На первой встрече с Владимиром Владимировичем Путиным этот вопрос я поднимал. Буквально сразу же были даны поручения и был подписан протокол об обмене ратификационными грамотами, и закон считается вступившим в силу. В ближайшее время мы отрегулируем механизм получения гражданства гражданами Республики Абхазия, двойного гражданства. И эти вопросы, которые мы ожидали более 10-12 лет, будут решены.